эфире новости. Студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Разлив нефтепродуктов произошел на реке Алдан. Возбуждено административное дело. Модернизация продолжается в детской поликлинике города Нерюнгри. Какие современные аппараты появились в медучреждении. Компания Virgin Galactic показала, как будет выглядеть полет на космолете. А вот дата пуска так и не объявлена. Разлив нефтепродуктов произошел на реке Алдан под поселком Хандыга. Об этом сообщает Минэкологии региона. В ходе осмотра места происшествия установлено, что на берегу стоит теплоход, состыкованный с насосной станцией на причале. Обнаружены пятна нефтепродуктов на поверхности воды. На месте составлен акт обследования и произведен отбор проб воды для дальнейшей экспертизы. Возбуждено административное дело. Процедуры подачи иностранцами заявления о приеме в гражданство России будут оптимизированы, чтобы у заявителей не было необоснованных расходов. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин по итогам встречи с рабочей группой по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию. К октябрю Кабмин должен проанализировать процедуры подачи таких заявлений и стоимость услуг посреднических организаций. Затем правительство подготовит предложение по оптимизации процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей, проработает их с кремлевской администрацией и представит президенту. Исполняющим обязанности председателя правительства Якутии назначен Андрей Тарасенко. Указ подписал глава региона Айсен Николаев. Андрей Владимирович родился 9 августа 1963 года во Владивостоке. В 2017-18 годах исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского. С 2018 года Тарасенко занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. Он награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. ЛОРП выполнила половину годового плана по отправке грузов в Якутию. Это порядка 600 тысяч тонн. Задействовано 185 единиц флота. Суда доставили светлые нефтепродукты на Колыму. Порядка 7 тысяч тонн каменного угля с Колымы до бара реки Индыгирки. На реке Яни теплоходы доставили дистопливо до поселка Усть-Куйги. Еще одно судно доставило 460 тонн нефтекотельного топлива в населенный пункт. Теплоход «Капитан Орлов» с грузом более 2000 тонн взял курс на Арктику. Теплоходу предстоит пройти 1600 километров вниз по реке Лени с заходом в бухту Тикси для частичной разгрузки. Затем он пройдет 400 километров по Северному морскому пути по морю Лаптевых в Янский залив и 22 километра по реке Яни до Нижнеянска. Здесь его ждут речники, чтобы доставить жизненно важные грузы до Усть-Куйги. В Мирном к сдаче готовится новый многоквартирный дом. Туда планируют переселить жильцов из 6 аварийных домов по улицам Амосова, Комсомольская, Аюнского и 40 лет октября. Строительство дома началось в прошлом году. Сейчас ведутся работы по отделке квартир. В ближайшее время застройщикам предстоит благоустроить придомовую территорию. Для жильцов будут созданы все условия для комфортного проживания: детская площадка, парковочные зоны и уличное освещение. Дом планируют сдать в сентябре. Уже можно увидеть, здесь и пандусы для маломобильных групп населения, Значит, на лестничных маршах предусмотрены краска огнезащитная, это тоже новые такие веяния, Это и возле ввода у нас новое современное энергоэффективное оборудование по теплоснабжению, водоснабжению. Данное строительство начато силами муниципального образования город Мирный. Был заключен муниципальный контракт. За счет денежных средств, которые перечисляются от акционерной компании «Алроса», посредством ранее заключенного соглашения между АК «Алроса», между правительством Республики Саха-Якутия и муниципальными образованиями Мирнинского района. Колледжи и техникумы Якутии выиграли федеральный грант на сумму более 200 миллионов рублей. Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта образования. В число победителей вошли Южно-Якутский технологический колледж, Верхневилюйский техникум, региональный технический колледж в городе Мирном, Жатайский техникум и Якутский медицинский колледж. Средства будут направлены на обновление материально-технической базы и создание новых мастерских.
Первую сваю энергоцентра установили на территории Чурапчинского института физической культуры и спорта. Объект обеспечит теплом и энергией базу учебного заведения и позволит значительно экономить на коммунальных услугах. Дата установки сваи выбрана не случайно. Ровно 44 года назад в этот день Павел Пенигин, воспитанник советского тренера по вольной борьбе Дмитрия Коркина, стал олимпийским чемпионом в Монреале. Хотим поблагодарить руководство Министерства спорта нашей страны, министру Олегу Васильевичу за понимание, за поддержку, за финансирование этого важного объекта. В связи с этим начнутся новые строительства. Это перестроя нашего учебного корпуса, спортивного зала и, вторая очередь, общежитие гостиничным комплексом. Хотелось бы пожелать нашим строителям компании ДВ Энерджи, чтобы качественно и в срок построили этот объект. Капитальный ремонт продолжается в детской поликлинике города Нерюнгри. Помимо этого, медучреждение пополнилось новым оборудованием. Какие современные аппараты появились в детской поликлинике, в материале Александры Цыбиковой. Нерюнгринцы долго ждали этого. Сегодня визит в детскую поликлинику стал гораздо приятнее. Стены здания расписаны, как в современном детском учреждении. Введены разделительные зоны. На протяжении долгих лет мы ждали очень красивый ремонт. Я надеюсь, что там и внутри будет очень хорошо, комфортно, уютно нашим детям. Поликлиника детская, конечно, стала гораздо красивее. Детям действительно туда приятно ходить, потому что раньше было действительно ужасно. Деткам серость такая, все облупливалось. А сейчас, я думаю, что детки даже будут с удовольствием там находиться. Ну и мамочкам, естественно, приятно, учитывая, что у нас скоро пополнение. Что там будет чистенько, это очень-очень даже радует. Министерство здравоохранения для нужд поликлиники закупило новое оборудование. Это УЗИ-аппараты, фиброскопы с функцией колоноскопии и видеофиброскопы для исследования кишечника, многофункциональные комплексы лор-комбайны для оснащения кабинетов врачей-отоларингологов. В здании появится детское стоматологическое отделение с современными техническими установками. На сегодняшний день 4-й этаж подготовлен для заливки потолка, установки полов. То есть сейчас идет уже конкретно капитальный косметический ремонт. Также для поликлиники закуплены отоларингологический аппарат, лапароскоп, оснащение для кабинета офтальмологии и ЛФК с модернизированными тренажерами для детей с недугами по ЦНС и опорно-двигательным аппаратом. В конце текущего года будет закуплена новая мебель, как необходимая для медицинских манипуляций, так и мягкие зоны для родителей и игровые зоны для детей. Объем финансирования данной программы по Нерюнгринскому району на период до 2022 года составит порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Россия с 1 августа частично возобновляет международное авиасообщение. Первые 3 страны, в которые начнутся полеты, это Турция, Великобритания и Танзания. Переговоры ведутся еще с 30 странами. Эта новость обрадовала многих россиян, которые все же планировали провести свой отпуск за границей. Но из-за пандемии многие люди оказались разлучены. О том, какие новые горизонты в отношениях открыл вирус-разлучник, узнавала Ксения Исламова. Оказаться снова вместе мечтают двое влюбленных. Россиянка Ксения и датчанин Якуб не могут встретиться из-за пандемии вот уже 5 месяцев. Видеть друг друга удается только благодаря смартфонам и интернету через экран. Мы решили, что мы будем ждать. Когда был разговор о том, что Финляндия открывается с середины июня, он поехал в магазин, купил мебель плетеную для того, чтобы мы приехали, и мы могли во дворе наслаждаться великолепными закатами датскими и устраивать барбекю-пати. Вот. Он поехал, выбрал мебель, поставил ее. Теперь он каждый вечер мне присылает видеотрансляцию, видео просто с этих плетеных кресел, но пока в одиночестве грустит. Он высылает ей свои песни под гитару. Готовит ужин онлайн и даже познакомился со своей семьей по телефону. Знакомство с родителями на удаленке заставило волноваться не меньше, чем если бы все произошло офлайн.
А эта женщина продолжала ходить на свидание к любимому прямо на границу. Закрытый из-за коронавируса проезд из Дании в Германию не остановил влюбленных. Каждый день пожилые встречались, чтобы поужинать и увидеть друг друга. И таких историй тысячи. Эти кадры облетели новостные ленты. Влюбленные болтают, загорают и поют песни под гитару на безопасном расстоянии, но у решетчатого забора. Мы все как будто бы вновь оказались во времена железного занавеса. Многие влюбленные говорят, самое сложное – не знать, когда все это закончится. Когда вновь можно будет увидеть лицо любимого человека без маски и не с экрана мобильного телефона. Ксения Исламова, телеканал «Алмазный край». Зоопарк Арто-Дайду возобновит работу с завтрашнего дня. Открытие любимого места отдыха без преувеличения ждали многие жители республики. На территории зоопарка необходимо соблюдать социальную дистанцию 4 квадратных метра на одного человека и масочный режим. Также для посетителей установлены санитайзеры для дезинфекции рук. Компания сэра Ричарда Брэнсона Virgin Galactic показала, как будет выглядеть полет на космолете Spaceship Two. Но дата первого пуска так и не объявлена, рассказывает Роман Чуриков. Около 600 человек заплатили Virgin Galactic по $1000, чтобы застолбить за собой место на борту суборбитального корабля. Желающим стать космическими туристами пришлось полагаться только на свое воображение. Но теперь им, а также остальным потенциальным путешественникам показали, как именно будут проходить полеты на борту корабля Spaceship Two. В салоне космолета разместятся 6 кресел, каждое из которых адаптировано под сильнейшие перегрузки при взлете и посадке. Освещение в кабине станет меняться в зависимости от стадии полета. Ну и самое главное – окна, вернее иллюминаторы. Их 17 штук, примерно по 3 на каждого пассажира. Как говорят Virgin Galactic, сразу после того, как корабль выйдет на предельную высоту, приблизительно 97 километров над поверхностью Земли, пассажиры смогут отстегнуться и в течение нескольких минут насладиться видами нашей планеты в состоянии полной невесомости. Кроме того, Virgin учли тот факт, что мы живем в эпоху соцсетей. В салоне Spaceship Two будет находиться огромное зеркало, в котором пассажиры увидят себя, парящих над планетой. А полет снимут 16 камер. Сразу после приземления туристам выдадут короткие видео, которые те при желании загрузят в свои блоги. А чуть позже им пришлют и полноценно смонтированный документальный фильм об их путешествии. Итоговая цена билета на границу атмосферы Земли пока не объявлена, но, как ожидается, составит $250 000. 600 человек уже внесли предоплату. Еще 400 заявили, что сделают это, как только будет объявлена дата первого полета. Но вот когда же Spaceship Two впервые отправит пассажиров на линию Кармана, пока неизвестно. На этом все. Оставайтесь с нами.